Привет, друзья! Рады приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Jazzball». С вами сегодня Никита, а поговорим мы о здоровом питании. У нас в гостях директор собственного производства Александр Князев. Добрый день, Александр. Приветствую всех. Давайте начинать. Да, давайте. Наверное, давайте с самого общего вопроса для начала начнем. А вообще, что считается правильным питанием? Что это такое? Правильное питание – это питание, важно, которое, исходя из целей человека, которые он хочет достичь, полностью обеспечивает его организм всем необходимым питательными веществами, в которые входят макро- и микронутриенты, витамины, минералы, позволяет достигать этих целей, поддерживать ритм жизни, энергию и надежно профилактировать любые заболевания. Это большая, собственно говоря, долгая система. Какие цели могут быть? Мы говорим в целом о более-менее здоровом среднестатистическом человеке. Это набор веса. И самый большой блок – это, как правило, снижение веса. И очень важно, наверное, тут понимать, тоже разделить рекомпозиция тела, когда им нужно снизить жир и получить выносливое, атлетичное, красивое тело. Вот правильное питание – это основной инструмент получения тех целей, достижения тех целей, которые человеку он перед собой ставит. И от этого оно будет для кого-то одно правильное питание, для кого-то другое. Для штангиста, который готовится к соревнованию, набирает массу, это одно правильное питание. Для девочки, которая хочет влезть в платье, будет немножко другое правильное питание. Наверное, можно сказать так, что получается правильное питание – это когда, в самом общем виде мы получаем то, что надо получить, и не получаем то, что не надо. Как-то если совсем по-простому, а там уже зависит от цели, что нам нужно и что не нужно. Абсолютно верно, да. А какие есть общие принципы, как это правильное питание выстраивается? То есть там разные люди будут слушать, разные цели у этих людей, да, и, наверное, какие-то хотя бы верхнеуровневые, какие-то простые вещи. Самое главное, которое уже у всех на слуху – баланс белков, жиров, углеводов и калорийность. Но при этом баланс белков, жиров, углеводов, наверное, в разы важнее, чем общая какая-то калорийность. Второе – это режим и системность. И третье – это разнообразие. Вот три основных блока, которые, собственно говоря, и держатся правильное питание. Есть такая поговорка, что мы то, что мы едим. Наше тело строится ровно из того, что мы кладем себе в рот. Из другого оно не строится. Оно все это разбирает на аминокислоты, жирные кислоты, углеводы, простые сахара и много-много всего, и потом собирает так, как заложено генетикой, как должно собираться. Соответственно, первое – это белок, это основной строительный элемент, жиры, очень активные, тоже участвуют во всем, и углеводы – это, соответственно, топливо, бензин. Эту технику строительную мы должны заправлять, та, которая будет строить. Вот если приводить пример стройки, что белки – это стройматериалы, жиры – это в какой-то степени те машины, вспомогательные инструменты, которые это строят, а углеводы – это то, что мы заправляем, это еда, которую мы кормим строителей. Наверное, вот такой принцип. Хорошо. Наверное, довольно распространенная информация, как правильно этот баланс выстраивается. Я имею в виду, сколько калорий нужно для каких целей. Да, это люди более или менее, мне кажется, знают уже, наверное. Но как этот баланс соблюсти, как этот режим выдержать, эта тема как будто бы вечная. Вы говорите, да, это один из важных принципов. Например, наверное, многие из наших сейчас слушателей – это люди работающие, да, и кто-то уже что-то наверняка пробовал, где-то, может быть, ошибался. Может быть, он понимал, может, не понимал, что ошибается. Как вы считаете вообще, какие обычно ошибки совершают люди, работающие в соблюдении режима? Часто, в том числе, я немножко скажу про мифы, про какие-то, может, мифы, стоит, не стоит считать. Нужно считать. Калории? Не калории, как раз именно это баланс. Белки, жиры, углеводы. То есть каждый может себе рассчитать. Собственно, мы ставим себе цели. Мы должны, во-первых, понять, сколько граммов белка, сколько граммов жиров, сколько граммов углеводов. Во-первых, надо посчитать и знать свои цели. Тогда можно будет уже и начинать потихонечку записывать. А если говорить в целом ошибки, то, наверное, это как раз отсутствие баланса. И оно вытекает из того, что не пишем, не записываем, не фиксируем, что то, что не, как менеджерская история, то, что не фиксируется, не измеряется, то не управляется.
Вот, соответственно, ты не можешь, как ты можешь управлять какими-то показателями, если ты их не фиксируешь? Как работает компания? Хорошо. А где посмотреть? Да. То есть, а где посмотреть? Там, а чистую прибыль вы считаете? А это вы считаете? Нет. Ну, а как вы решили, что компания работает? Так же и здесь. Я ем вроде белок, вроде не белок. А конкретно. То есть фиксировать. А именно белки, жиры, углеводы это чуть проще, чем считать калории. Потому что похудеть можно и на чипсах с пивом, на самом деле, просто соблюдая калорийность. Калорийность – это общее. Просто если у тебя дефицит калорий, то ты будешь худеть. Если у тебя набор, избыток калорий, ты будешь полнеть. Поэтому основные ошибки – это несбалансированность, и она идет от того, что мы часто не пишем, не фиксируем. Второе, наверное, это отсутствие режима питания. То есть пришли на работу, обед абы как, когда успели, перекусить не перекусили, во сколько закончили, непонятно, когда поужинали. То есть правильное питание – это система, и это как в менеджменте тоже нужно осознанно подходить, выбирать себе перерывы, да, подстраиваться. Но ты понимаешь, что там ты на работе, у тебя должен быть обед и перекус. Да, всякое бывает, иногда смещается, иногда жесткие графики, но нужно встраивать свой рабочий режим. А употребление продуктов как раз следующее истекает. Нет режима, нету баланса, и у нас получается продукты, употребление которых стоит минимизировать. Какие это продукты? Это фастфуд. Мы неосознанно на бегу начинаем закидывать какой-то фастфуд, потому что у нас нет вот этого, мы не понимаем, что должно у нас быть по балансу, что у нас должно быть по режиму. Различные продукты глубокой переработки мяса, это именно сосиски, сардельки, колбасы, все, что это глубокая переработка кондитерских и там различные печеньки, вафель и сладкая газировка. Поэтому осознанность питания – это инструмент, причем один из важнейших в построении здорового тела. Вот, наверное, вот так. Я какую-то очень простую систему для себя придумал, как это можно делать. То есть я вбиваю сейчас в GPT-шку продукты, которые я ем, он примерно прикидывает, если я не знаю, какие конкретно там разбивка, БЖУ, то он примерно прикидывает, как это может выглядеть, и какой-то такой условно консолидированный такой отчет в наших корпоративных словах, да, он мне выдает в конце дня, и я это в табличку себе вбиваю, просто каждый день, получается, одно простое действие нужно сделать в табличку, перенести данные из GPT-шки. Вот мне кажется, когда мы говорим про питание, один из основных факторов, который людей может останавливать, почему они не считают, потому что кажется, что это что-то сложное, надо постоянно каждую конфетку куда-то записать. Может быть, вы подскажете, как это делать проще? Ну, первое, ты смотришь через чат GPT, любой куча приложений, я сам там некоторыми приложениями уже там несколько лет пользуюсь, ты ставишь цели, там все будет четко. Все, дальше можно через чат GPT, через различные тоже приложения. Ты фиксируешь просто то, что ты ешь. Это привычка. Но после еды записать плюс-минус хотя бы тот вес, там какие-то вещи. Сейчас много приложений, которые фоткают, да, там. По фотовесу. По фотке веса. Ну, лайфхак, дома должны быть весы. Когда ты дома, например, регулярно завешиваешь и кушаешь, ты потом, в принципе, и прикинуть можешь, что ты поел здесь. И когда у тебя начинает измеряться, ты в течение дня там несколько раз внес, ты видишь вечером, ага, так, а мне на вечер, вот, а в чем осознанность? Ага, я вот здесь. Мне уже вечером не надо углевода или там жиров, мне достаточно, мне надо белка добрать. И ты планируешь, вот это осознанность. И должна быть честность перед собой. Поэтому тут важна очень честность перед собой. Честно записал, увидел картину. Не надо делать из этого трагедию, не надо себя наказывать. То есть, окей, ты съел сегодня там как что-то больше, ну ты спокойно продолжай. Ты просто забудь то, что было, и продолжай дальше той системой. Ты 5 дней шел по системе, один раз ты съел чуть больше, не надо завтра себя наказывать. Это ты раскачиваешь качели, в том числе дофаминовую систему, наказание, вознаграждение, наказание, вознаграждение. Вот все правильное питание, там, тренировки, здоровый образ жизни, он работает на очень длинном промежутке времени. И когда ты улучшаешься по чуть-чуть, по проценту, только тогда смотришь. Это не 2 недели жесткой диеты, там марафон, потом жесткий откат. Это качели. А именно вот спокойно, ровно, да, сегодня. Ну, у тебя первый месяц было там 6 срывов, второй месяц 4 срыва, в следующий месяц 2 срыва. И ты спокойно идешь, не концентрируясь на них, просто ты забыл это. Второй закон термодинамики никто не отменял.
о том, что, грубо говоря, энергия, она ниоткуда не берется, никуда не девается. Все, если он будет дефицит, все. А если ты соблюдаешь БЖУ, ты еще похудеешь правильно, ты потеряешь жир, сохранишь мышцы, будешь энергичный, не словишь каких-то проблем с иммунитетом, с волосами, с кожей и так далее. Вот. Тут вот в этом вопрос. Поэтому, да, много сейчас разных приложений, развитие ИИ, он просто помогает шикарно. В конце, там, если какие-то продвинутые версии, он может тебе выдавать планируемый ужин и так далее. И вот это, еще раз, правильная питание система. Этим не похвалиться, этим не потешить свое эго, да. Это простая работа ежедневно. Вот. И правильное питание – это не исключение какое-то, это не тотальный ЗОЖ, это именно осознанность и понимание для чего. Ну, ты хочешь стать сильным, набрать массу – это одно, ты хочешь похудеть – это другое. Там, не знаю, у тебя там вообще там задача может быть поправить волосы, там, не знаю, вот у женщин там после там родов, да, бывает там волосы, зубы. У тебя вообще другое должно быть правильное питание, там кальций, жиров должно быть много, но при этом там не хочется, чтобы поправлялись, ты должен там держать калорийность. Это инструмент, вот так. Причем вот этот подсчет, он же, мне кажется, штука, которая, ну, для некоторых людей, то, о чем вы начали говорить, может быть, в чем-то даже как-то душно ощущается, так как это регулярно, не похвалишься этим. Да, ну, то есть, да. я вот сейчас, когда начал, буквально, я не знаю, ну, неделя, 2, там, 3, может, я их считаю, там, БЖУ, и... Например, у меня был случай, когда я там литр пива выпил вечером, потом все это вбил тоже вот в GPT-шку, он мне такое выдал, я был в шоке. И теперь я думаю лишний раз, стоит ли пить. Но это же тоже вот такое вот в голове сидит. Это честность Ну перед да, собой. да. Ты вбил нормально, честно. Когда у тебя здоровое сознание, ты вбил, посмотрел, рефлексировал над этой историей, сказал, так, все, я раньше пил 3 раза пиво в неделю. Это не соответствует моим целям. Я теперь пью 1 раз пиво в неделю. Хотя бы. Да хотя бы. За неделю не скажется. За месяц чуть-чуть. За 6 месяцев ты будешь по-другому. И вот так, улучшаясь, там, сладкая газировка, да, вот там дальше будет у нас как бы одна из тем продукты минимизировать. Но не надо отказываться. Раньше ты пил с утра, в обед и вечером, сейчас ты пьешь 1 стакан сладкой газировки. Через неделю ты пьешь ее раз в 2 дня. Там. А потом только, например, там, с ребенком, когда у него день рождения. Ты потихонечку заменяешь и переходишь. Это вот вопрос, как перейти на такое правильное питание. То есть там, я когда-то тоже пил чай с сахаром, кофе с сахаром и газировки. Но я сейчас отказался постепенно. Мне не надо, мне не хочется. Ну, и я заменил какими-то другими продуктами. Ну, зачем там выпивать там стакан газировки? Я прекрасно лучше съем горсть малины, например, сейчас тем более сезон. Получу те же калории, получу тоже удовольствие. Ну, хорошо. Ну, по мне тоже удовольствие. Я малину люблю, там стакан малины, стакан газировки, калории одни и те же. Удовольствие, ну, по сути, одно и то же. Но польза для организма совсем другая. Просто ты, когда начинаешь это записывать, фиксировать, считать, ты начинаешь осознанно это делать, выбирать. А так ты не фиксируешь, ну и выпил, ну и вот так вот, ну и это тяжело, и это сложно, а это ничего страшного. Ну вот действительно, мне кажется, к этому начинает меняться отношение после того, как считать начинаешь. Да. Что сразу видно, что как влияет. Да, но основная рекомендация, когда люди хотят похудеть, хотят вот... Многими испробовано спортсменами, не спортсменами и так далее. Первое, что делает грамотный там, либо врач, либо там сейчас модный нутрициолог, либо что-то, там тренер, если он ведет тебя там по питанию в том числе, он просит тебя записывать неделю, просто записывать. Вот первое отрабатываем честно с самим собой, просто записываем неделю. Потом анализируем. Для начала надо понять, где мы вообще. Ну хорошо, давайте представим. Вот человек начал считать калории. Не просто калории, да, вообще БЖУ в целом. Где-то ужаснулся, где-то охнул, где-то обрадовался, вероятно. Наверное, следующий вопрос, который у него возникает, а какие продукты, на какие продукты надо обратить внимание? В хорошем и в плохом смысле. Чего стоит больше избегать и вот что в среднем в корзине у меня должно быть всегда? Наверное, начну с того, что стоит минимизировать и избегать. Вообще не должно быть запретов. Вот в моем понимании не должно быть запретов как таковых. Любой запрет, он провоцирует обратную реакцию. Но нужно минимизировать и потихоньку приходить к этому.
Во-первых, это фастфуд и различные снеки, особенно фри, жареные во фритюре и так далее. Дальше это глубоко переработанные продукты. Я уже об этом говорил сегодня. Это сосиски, колбасы. Причина, во-первых, много соли. Во-вторых, очень много жиров. Очень тяжело сбалансировать по жирам будет рацион. А третье, наверное, это сладкие газировки и минимизация алкоголя. Вот, наверное, 3 основных базы, которые нужно постараться минимизировать. Плюс еще приготовление самих продуктов немножко поменять. Если раньше жарили на масле, но если вы решили, купите сковородку с хорошим покрытием, жарьте без масла. Там аэрогриль, вариантов много. То есть, опять же, мы в Казахстане, кухня иногда предполагает много национальных блюд, жареных на масле и так далее. Некоторые адепты скажут, что вот, это национальное, как же без этого? Я отвечу, исходя из того, что правильное питание по цели, под образ жизни. Ну давайте тогда поживите так, как жили те, кто это блюдо зарождались. Ну сядьте на коня, поскочите 5 часов на конях, сходите в горы, работайте где-то в поле 12 часов в день, а не в офисе в мягком кресле. Конечно, идите потом казан-кебаб с маслом, ешьте, ваши нормы затрат будут такие, что вам только вперед, вам надо восполнять это будет, потому что у вас другие цели и задачи. А когда мы привезли попу на машине в офис, или хорошо на автобусе в магазин, даже если это сотрудники магазина, да, мы постояли у плиты, у нас есть обед, чай в компании, полноценный обед и так далее, и это все еще должно быть калорийное, при этом мы не шли с остановки 7 километров пешком по морозу, да, например. Это другие затраты, другое отношение. Поэтому исключить вот это. Стандартно каждый сам по себе выбирает приемы пищи. Стандартно выдержать рабочему человеку, наверное, можно 4 приема пищи. Да? То есть это завтрак, обед, перекус и ужин. Причем может быть по-разному. Завтрак, перекус, обед, ужин. Может быть завтрак, перекус, может быть завтрак, обед, перекус, ужин. Все зависит от режима. Как удобнее, как можно максимально долго. Не хочешь завтракать, не завтракай. Никто не заставляет. Не хочешь ужинать, не ужинай. Не хочешь обедать, тебе достаточно 2 перекуса, без разницы. В количестве приемов нет строгих правил? Нету строгих правил. Интервальное голодание, не интервальное голодание, без разницы. Решает только баланс белков, жиров, углеводов и калорийность. Все. Кому-то есть люди, кто по 6 раз ест. Но рабочему человеку тяжело 6 раз поесть за день, просто выкроить время. Поэтому стандартно завтрак, перекус, обед. То есть 2 приема пищи на работе. Самая лучшая диета, как говорится, та, которую ты можешь соблюдать максимально длительный промежуток времени. Вот это она самая лучшая. Ну и баланс. Соответственно, источник белка – это мясо, нежирное мясо, говядина нежирная, конина, но убрать жир, птица, рыба, творог, сыр твердых сортов, бобовые и яйца. Но яйца, если много можете есть, нужно аккуратно с желтками. В каждый прием пищи должно что-то включаться, да, то есть белок. Обязательно такой макронутриент, как клетчатка. Это зелень, ягоды, крупы, соответственно. Это жиры. Здесь можно жиры получать, жирная рыба, орехи, масла, но именно не жарко, а именно немного масла, как добавить, заправить. Но, как правило, если цель стоит и очень хочется, то часть жиров будет добираться из мяса, творога и так далее. Тут отдельной добавки какой-то специальной вносить жиры не стоит. И углеводы. Углеводы – это овощи крахмалистые, такие как картофель, это хлеб, желательно только грубых сортов и без добавления в рецептуру сахара, различных паток, меда. Это сухофрукты, источники микроэлементов, такие как курага, чернослив, магний, калий. Крупы и фрукты. Ты съедаешь сникерс, а сникерс это по сути по калорийности как 4 больших яблока. Но со сникерса через час ты будешь хотеть есть опять, а 4 яблока ты можешь грызть полдня и быть сытым. Но если ты осознанно выбираешь, это твой выбор. Очень важны способы приготовления этих продуктов, я уже говорил. То есть не нужно добавлять лишнее масло, именно как какой-то ингредиент готовки. Это, наверное, самый важнейший такой фактор.
Есть ряд лайфхаков, заменить на распылитель, если все-таки не хочется сковородку с тефлоном. Сейчас есть миф, что там что-то тефлон плохо. Есть сейчас много бытовой техники, пароварки, аэрогрили, там пакеты для запекания. Лично для меня просто must-have пакеты для запекания. Я там у нас наши там СТМ покупаю, Кюнде, делаю, туда просто складываешь овощи, специи, мясо. Вот как раз в один пакет прием пищи кинул в духовку. Чистый противень, ты достал, у тебя горячее блюдо, через там час-полтора все запеклось, все чисто, быстро разложил. Прекрасно получается любые специи, любые овощи, любое мясо. Вот. Ну, наверное, вот основные такие. И очень, наверное, советую, это различные ферментированные продукты. Это кисломолочные продукты, это квашеная капуста и различные, то, что получено методом квашения. Ну, кстати, я никогда не задавался вопросом, вроде действительно там на слуху, что кефир – это что-то, что относится к ЗОЖу, но вот почему-то не думал о том, в чем именно польза. То есть его, получается, кисломолочные продукты – это про поддержание микробиоты, да, про то, чтобы ЖКТ хорошо работал. Да. И именно кишечник дает мозгу команды. То есть не как бы не мозг работает в кишечнике, а кишечник дает мозгу команды. И то есть в зависимости от того, что у тебя происходит в кишечнике, у тебя по-разному работает мозг на разной там частоте. А микробиота – это, во-первых, практически все они вырабатывают витамины группы В, а они, практически все витамины группы В участвуют у нас в мозговой деятельности, в проводимости нейронов, в формировании. Не знаю, если вот у кого-то был опыт принятия хороших доз витамина В, может, кому-то назначали. У меня просто был такой опыт. Ты сразу такой становишься такой ровненький по настроению, такой, раз, ты когда там попринимал хороших витаминов В, такой, у тебя так спокойный, ты такой более уравновешенный становишься. А это как раз ферментированные продукты. То есть там путем естественным, но за миллионы лет эволюции выработанного организма в этих продуктах формируется та микрофлора, которая очень благоприятна нам в том числе. И витамины группы В, они очень важны. И поэтому, наверное, в корзине еще рекомендовал бы очень часто включать субпродукты. Особенно это печень, сердце, куриные, говяжьи. Это большой источник витамина В. Это очень хороший источник железа. Не все любят, но вариантов приготовить масса. Не всем там зайдет кусок жареной печенки, но если правильно сделать, например, печеночные оладушки, то это вполне хороший даже вариант для завтрака или какого-то небольшого перекуса на работе. Вот. Опять же, к осознанности выбора. Еще добавлю, особенно, все мы люди, периодически употребляем алкоголь, и в момент употребления там алкоголя витамины группы В очень сильно вымываются из организма в момент прохождения интоксикации после алкоголя, поэтому это очень важно восполнять их. Я знаю, что, мы понимаем, что бывают люди там еще более педантичные, чем просто подсчет БЖУ. Есть люди, которые начинают внутрь состава смотреть, как-то вот внимательнее разбираться, что же там. Помню, когда-то часто можно было услышать, что вот там столько ешек в продукте, что дурдом. Потом посмотришь, сколько ешек в условном яблоке, то есть это в обычном нормальном яблоке, без каких-то там преобразований там химических. То есть это просто какое-то там, я так понимаю, обозначение нормальных там, может быть, веществ. На что, в общем, смотреть нужно в составе продуктов? Если говорить про правильное питание с точки зрения его, состав должен быть короткий. И я сейчас отдельно про Е поговорим чуть позже. Состав должен быть короткий и достаточно простой. Если поставщик добросовестный, производитель добросовестный, всегда по процентному соотношению пишется от большего к меньшему. То есть первый продукт – это самый большой. Самый большой, наверное, миф – это протеиновые батончики, которые без сахара. Ты там открываешь, сахара нет, классно. Только, грубо говоря, это реально так. Там белка 15 грамм. Только в непротеиновом батончике, белка 5, жиров 10, углеводов 30, а здесь мы имеем 50 жиров и 5 грамм углеводов. То есть, зато можно прицепить маркетинг к тому, что он без сахара. Прекрасно. Протеиновый, без сахара, классно. Только тебе же надо как-то эту историю без сахара, которая является одним из сильнейших усилителей вкуса и вызывающих привыкание и быстрый всплеск гормонов, инсулина и так далее.
сладкий вкус заменить чем-то. И вот там напихивается все, что не приколочено. Но зато классно, ты ешь там no sugar, все дела, но вот такой обман. Поэтому максимально простой состав, он должен быть максимально понятен. Есть некоторые которые такие, так скажем, сложные, а есть некоторые которые, по сути, являются, не знаю, лимонной кислотой, например, аскорбиновой кислотой, которые мы сами там в аптеке иногда детям покупаем, да, то есть они просто стабилизируют некую кислотность, не позволяя там продукту быстро окисляться под воздействием там кислорода, воздуха, например, да, то есть мы живем в активной очень среде, как микробиологической, так и химической, то есть у нас постоянно идут процессы, особенно в продуктах питания, как в активном таком биосубстрате. Поэтому какие-то там... Да, конечно, когда куча там глутамата и так далее, нежелательно. Опять же, там про отказ. Если ты съедаешь там кусок колбасы один раз в неделю, а когда ты ешь ее системно батонами, это две разные вещи. Все яд и все лекарство. Вопрос дозы. В связи с тем, что я в последнее время стал считать калории, я отслеживаю, что происходит в моем рационе. Отчасти этот рацион зависит от той еды, которая у нас в ВСП. И я понимаю, что у меня идет небольшой перебор по жирам в том рационе, в котором я привык, по крайней мере. Вот. Подскажите, может быть, у вас есть рекомендации, как вот с помощью нашего СП тоже соблюдать здоровое питание? Ну, во-первых, также смотрим БЖУ по блюдам. Осознанно выбираем, плюс смотрим, как это приготовлено, то есть пожаренное или запеченное, отварное или там тушеное, или опять же жареное. К сожалению, ну, часть блюд предполагается жарко на растительном масле, это такой, так скажем, исторически сложившиеся тренды, но сейчас много запросов, у нас уже появляются определенные там линейки салатов с легкими заправками. Есть там боулы, есть белковые специальные такие наборы. Отлично у нас сырники, они достаточно сбалансированы, то есть у нас не сильно жирный творог, не очень много сахара. Там творожные запеканки, опять же там холодец, например, тот же. То есть отличный там источник коллагена и там белка. Ну и надо понимать, что вот про коллаген много мифов тоже. Организм разберет любой белок и соберет тот белок, который тебе в этот момент нужен. Тебе нужен коллаген, он соберет коллаген. Тебе нужен этот, все равно все распадется до аминокислот, до винтиков и соберется. То есть организм так работает. А на самом деле запросов много, но они идут разнонаправленно, потому что есть и ускорение жизни, не все живут, не все считают. Есть и запросы и на фастфуд быстрый, и есть сейчас он растущий на здоровое питание. На здоровое питание все больше людей смотрят БЖУ, все больше людей смотрят там составы, в том числе и первый там, то, чтобы состав, во-первых, был напечатан, прописан, понятен. Вот, смотрят, чтобы не было там каких-то глобальных, то есть вещей, и мы постарались там в некоторых проектах уйти от каких-то неправильных добавок. Мы, например, используем только творог на сырнике, хлеб у нас там на закваске, да, там. Если ты планируешь питание, ты знаешь, что вот эти блюда, ты их пробовал, ты знаешь их БЖУ, вполне ты можешь знать, что вот в этом магазине, идя в офис, ты сегодня на перекус будешь, не знаю, там запеканку от Magnum Chef. Ты ее можешь заранее забить, тем более сейчас у нас очень много там фиксированный вес, состав. Ты ее заранее вбиваешь и говоришь, да, я сегодня буду запеканку, а завтра я буду салат, например, с тыквой, да, который у нас тоже там один из топов. То есть там, ну, не виновата СП, что у меня лежит и сэндвич с сырным соусом, и одновременно салат на полке. Потому что там кому-то нужен сэндвич. И ничего не будет, если придет школьник, который только что 3 часа пробегал в футбол и съест этот сэндвич. Да у него все сгорит с его там метаболизмом, скоростью и подвижностью. Он сейчас 3 часа в футбол пробегал после школы, пришел, съел сэндвич, еще 2 часа на улице пробегает, придет, его мама вечером ужином накормит. Нет, в этом нет ничего страшного. Окей, хорошо, спасибо. Может быть, тогда есть еще какие-то рекомендации или советы, которые не успели назвать? Так хотелось бы миф развеять про хлеб. Вот все-таки я это коснулся. Тема для меня такая очень близкая, что там нельзя хлеб на диете. Надо стараться минимизировать потребление, причем хлеба именно там сладких булок каких-то и так далее. Почему? Потому что очень высокая
плотность калорий на объем. То есть, грубо говоря, вот возьмем плюшку московскую, сладкая, классная. Ну, московская у нас плюшка-сердечко называется. Там плюшка с маком, булочка с корицей, не знаю. 100 грамм этой булочки сладкой, классной будет закрывать 400 калорий, закрывать жиры, углеводы, при этом не давать там никакого белка, а кусок там, если вы возьмете там, например, 70 грамм, хороший большой кусок на тост хлеба, не знаю, там на закваске нашего там пшеничного, в который мы кроме там муки, воды, дрожжей, закваски, соли ничего не добавляем, положите туда зелень, нарежете там, не знаю, хорошую там варено-копченую грудку, сделаете какой-то небольшой соус, и вы этим бутербродом получите на 100 калорий меньше, закроете весь свой белок. И вот не надо ничего исключать, но надо разумно подходить. И надо понимать, что мы все-таки едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Мгм. И поэтому здесь еда – это инструмент достижения цели. И как к любому инструменту нужно относиться осознанно и правильно. И это не какой-то там лютый ЗОЖ, правильное питание, это просто разумный выбор. Спасибо большое, Александр. Спасибо, надеюсь, всем было интересно. Всегда готов ответить на вопросы. Тема мне близка, но опыт личный. Худел на 40, наверное, килограмм, по сути. Круто. Вот, как раз просто я считал. Считал, да, терпел, считал, терпел, считал. И только так работает. Вот честно скажу, как только перестаешь считать, сразу начинаешь уплывать. Это точно. На своем опыте работает. И много людей, кто это подтвердит. Даже после того, как какое-то время считал, вроде бы все равно кажется, уже я вроде понимаю, где сколько там чего, да? Ну, ты потом стабилизируешься, потом, если ты это отпускаешь, перестаешь это делать осознанно, ты начинаешь, как бы, ну, вот лично у меня никогда не было проблем с аппетитом, с питанием и так далее. Ну, там, вот, многие спрашивают по зале, ну, там, вот, почему, как вот, мне нет проблемы есть, другая проблема не есть. Вот. А кому-то нужно есть, ну, например, кто-то хочет там набрать, ну, начинай есть, также надо считать. Окей, все, тогда уже точно финальное. Спасибо большое. Всем спасибо, думаю, что всем было интересно. Да, до скорых встреч. В эфире был выпуск подкаста Jazzball. Напоминаем, что вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Magnum Live, а также слушать на платформах Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Jazzball, Саубол.